Грипп входит в группу ОРВИ, но отличается от других заболеваний более тяжелым течением и высоким риском развития осложнений. Во всем мире каждый год наблюдается рост числа заболевших этим вирусом, и наша страна не исключение. Детей с температурой и симптомами гриппа принимают в поликлинике и инфекционной больнице. Детская больница не принимает больных с температурой, рассказала главный санврач Абхазии Алла Беляева. Многие родители возмущаются, что детская больница не принимает температурящих больных. Но она и не должна принимать этих детей по одной простой причине. Вот пусть просто каждый немножко примерит на себя. Поступают дети с хирургической патологией, поступают дети с какими-то тяжелыми заболеваниями, ну, я не знаю, там бронхиальная астма, еще какие-то. И этим детям и так очень плохо, а если они в приемном отделении еще проконтактируют с детьми больными гриппом и ОРЗ, то они дополнительно к своему текущему заболеванию получат еще и второе заболевание. На сегодняшний день в Абхазии циркулируют два штамма вируса гриппа А и Б. Серьезный рост пошел после окончания новогодних праздников, так как все вышли на работу и в школу. Часто вирус завозят из других стран. Последний случай был с ребенком, который вернулся из Турции с таким сувениром – гриппом Б. Ситуация по гриппу. Его достаточно много. По лабораторным подтверждениям, за один день, допустим, из 22 сданных анализов 12 подтверждено гриппа. В другой день 32 сданных анализа, 17 подтвержденных случаев гриппа. То есть достаточно много, да. Из других заболеваний по респираторной панели у нас сейчас есть практически все вирусы, которые вызывают острую респираторную инфекцию. Это и аденовирус, и боковирус, и риновирус. Ну, в общем, вся панель, вся она здесь. Можно переболеть одним вирусом респираторным и потом через некоторое время заболеть другим вирусом. Тоже выявляется достаточно много. Из осложнений, которые возникают на фоне перенесенного гриппа или респираторного заболевания, у нас лидирует гемофильная инфекция. Прививка является наиболее эффективным средством защиты от этого вируса. Вакцинация обычно делается за месяц или два до вспышки заболеваемости. Если даже привитый человек и заболеет гриппом, он защищен от тяжелых осложнений. В наш календарь прививок национальный входит прививка от гемофильной инфекции. Она делается детям первого года жизни. Или вакцинация потом 18 месяцев. И эта прививка защищает от этого осложнения. То есть дети, привитые от гемофильной инфекции, не получат уже пневмонию этой этиологии. Поэтому родителям напоминаю о том, что прививки призваны защитить детей либо от заболевания, либо от тяжелого течения этого заболевания. И вот сейчас это подтверждается тем, что у очень многих детей и взрослых выделяется гемофильная инфекция при постановке исследований. Пик заболеваемости прогнозируется на конец января и начало февраля. Специалисты рекомендуют избегать места большого скопления людей и соблюдать санитарные нормы. Чаще проветривать помещения, мыть руки и использовать медицинские маски. Больницы и поликлиники принимают пациентов в штатном режиме. Ульяна Рожкова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.